Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 12 июня 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити. В YouTube и в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, приветствую вас. 20 часов 1 минута по Берлину, 21 час 1 минута по городу Джохаро. Друзья, приветствую вас. Амзат Машуовейло. Итак. Витаю, Иван, витаю. Маши и Мокши, Амзат. Главное, ты вышел на связь сделал. Эд, салам, салам всем свободным людям. Салам, Эд. Алейкум салам, Шамиль, Хорзум. Витаю, салам алейкум, алейкум салам, Хорзум. Да, вы зашли удачно. Леди, и тебе доброго времени суток. Всех я вас приветствую. Пишите ваши комментарии, друзья, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду, так как фашисты всячески нам мешают доносить правду. Так. Как обычно, что-то я всегда должен забыть. Валейкум ассалам, Мухаммад. Салам, Иван. Салам. Так. Ну, давайте, пока мы собираемся. Осман, алейкум салам. Пока собираетесь, как обычно, сводка от Генерального штаба Сбройных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено 540 оккупантов. Итого их цифра достигла 216 180 единиц. 5 танков, 5 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 7 БПЛА сбито, 10 автомобильной техники и цистерны и 1 спецтехника. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Итак. Итак, друзья, всем привет, здравствуйте. Так, это Хорзум. Сегодня одним из батов нашей бригады продвинулись. Супер, Иван, я вас поздравляю. Держитесь, слава Украине. Аслан, салам алейкум, брат. Ва алейкум ассалам, Самур. Витаю тебя, ва алейкум салам. 200-м стекловато. Так, это Шамиль говорит. Слава ЗСУ. Героям слава. Алейкум ассалам вам всем. Так. Ну, давайте посмотрим, что у нас говорит лента. Вчера украинский беспилотник, предположительно украинский беспилотник, попал в завод Россельмаш в Ростове. Вот такие вот дела. Горит Россельмаш. Уже потушили, правда, но вчера горел. Какие-то неизвестные, неопознанные летающие объекты нападают на Россию. Хардуар, Хикелум Дац. Ну, сейчас давайте обсудим. Будешь очень много знать, мне тут пишут, очень расстроишься.
Не рассказывай временным людям слишком много о себе. Это я уже все рассказал. У меня уже ничего не осталось, не рассказанного, наверное, да. Почти ничего не осталось. Так. Есть ссылка на ТикТок. Да, под видео, вот под вот нашим стримом, который сейчас идет, есть ссылка на наш ТикТок. Почему-то ссылка не работает. Ну, буквы все верные, там, знаки все верные. Вроде бы нажать нельзя. Так все есть. Друзья, еще раз напоминаю, у меня прямой эфир. Кто хочет, может зайти в ТикТок. Кто меня смотрит в ТикТок, может зайти и принять участие в нашем эфире. Также есть WhatsApp на YouTube канале, где вы можете под видео посмотреть мой WhatsApp под видео и можете позвонить мне на WhatsApp и также поговорить в прямом эфире. Конечно же, тема должна быть та же, о чем мы говорим, ну или что-нибудь такое. Если будут какие-нибудь там оскорбления, буду сразу же банить. Раньше рашисты говорили на своих их там нет. Теперь если где-то хвитни бавовна, мы кажем оценим мы. Да, совершенно верно, Иван. Их там нет, они говорили еще, когда у нас там были. Первый раз, когда они штурмовали 26 ноября, и раньше они штурмовали нашу столицу, и 26 ноября 1994 года Кантемировская и еще какая-то там дивизия, танки были. Сверху сидели коллаборанты, а внутри сидели российские танкисты. Их собирал Севастьянов, такой был. Главарь банды ФСБ, ФСК она тогда называлась, по Московской области. И их когда пленили, министр обороны Грачев сказал: нет, там нас нет, это не наши солдаты, это какие-то там наемники, кто угодно, ну это типа отказались, короче. Я не понимаю вообще, как вообще может солдат, офицер, солдат, любой служить в такой армии, от которой тебя отказываются. Как они могут в начале, помните, когда в Крым зашли, когда они в Донецк, Луганск заходили без опознавательных знаков и так далее. Для военного, наверное, должно быть это как-то оскорбительно, наверное. Ну и как бы он должен понимать, в случае, если он попадает в плен, то он уже не комбатант, а он просто обычный наемник, бандит, преступник. Невероятно, конечно, что так происходит. Ну вот такие вот они. Всем салам, салам, Аслан, рад видеть. Шалом, файтер Израиль, витаю тебя. Запорожскую АЭС вывели из эксплуатации. Теперь хоть не будет нового Чернобыля, но чтобы запустить станцию заново надо будет несколько миллиардов. Отличная новость, Хорзум. На самом деле деньги Запад найдет поддержать Украину. В этом плане у вас есть такая запас такой, жирок имеется в этом плане. Конечно, у нас в Германии сейчас немножко накладно стало. Мы последний раз 2,7 миллиарда выделили Украине. Но в любом случае это лучше, чем если произойдет какая-нибудь бавовна. Как ты думаешь, кадыровская группировка очень часто упоминает Всевышнего? Я очень боязненный человек при упоминании о Всевышнем. Я боюсь гнева Всевышнего. Как они не боятся и везде на камеру кричат? Эдмамедов спрашивает. Эд, ну, даже не знаю, что тебе сказать. Банда, ФСБшная банда кадыровцы,
ну я не знаю, вообще ни человеческое, ни моральное, какое, ни нравственное, ни религиозное этим людям не может быть присуще просто потому, что они служат тому, кто вчера совершил над нами геноцид. Не 10 лет, вернее, не 50 лет назад, а при их жизни, когда они были детьми, их родителей, их родственников, их соседей убивали русских. Одевать форму, кричать «Ахмад, сила, Аллаху Акбар», ну это я не знаю просто, с чем это сравнить просто, с чем можно вот это все сравнить. Это как, наверное, Чикатило кричит, ну или я не знаю, кто самый в истории большой предатель. Вот, ну как, они же все знают, что Ахмад Кадыров был, ну оставим все, что он перешел на сторону русских, там все остальное отбрасываем. Просто он был соратником Масхадова, президента, которого убили. И я не понимаю, как эти люди потом говорят Ахмад сила. Значит, предательство сила. Ну, что у этих людей в голове? Просто непонятно. Можно прямо сейчас леди отправить картинку. Никаких проблем. Так, у меня теперь ответ на сводки ЗСУ о уничтоженных орках или на приветствие «Слава России» 200-м стекловатым. Ясно, Шамиль. Псковскую, Таманскую, да, Таманская, Кантемировская это была. Бригаду мы на Давыдовом броде сильно потрепали. Да, Иван, а это была как раз Таманская, Кантемировская, которая у нас 26 ноября заходила. Да, это хорошо, я ждала Чернобыля, если честно. Это хорошо. Но у них есть родственники, родители, тейпы, это ужас. Да, это совершенно верно. Совершенно верно. Есть. Хакуас, леди, Хакуас, посмотрим. Я не знаю, мне это очень трудно объяснить. Я как бы общался с людьми, которые пошли служить там в эти органы, и когда ты с ними говоришь на эту тему, они говорят, ну а что делать? Ну, я говорю, ну не идите, ну что вам, прокормить себя не можете и так далее. Ну вот меня обошло это стороной, да, нашу семью это стороной обошло, но при всем при этом а, у людей кто-то воевал, кто-то воевал, и потом всю семью терроризировали. Вся семья заносилась в списки неблагонадежных. И вот фактически, когда весь мир оставил нас один на один с этим людоедом, когда сказали, что мы внутреннее дело фашистской России, что мы часть России, не имея никакого, например, Билл Клинтон это сказал, что мы часть России во время активной фазы геноцида, первую русско-чеченскую, сказал, и ну, это был удар под дых, удар был. И на протяжении многих лет, например, Владимир Шаманов, убийца, наш Катарюрт, откуда мои родители, я родом, наш Катарюрт 450 человек убили, около 450 человек убили. Мирных людей, которых много беженцев было в Катарюрте, потому что в первую русско-чеченскую у нас не было боевых действий на нашем населенном пункте в Катарюрте. И люди думали, что и во вторую не будет этого. Шаманов окружил еще там, забыл фамилию, еще один их военный преступник, окружили вот этот населенный пункт и просто уничтожали. Уничтожали и заходили и грабили. Не было никаких воинов у нас не было. Прошли через наш населенный пункт наши воины.
И никого не находилось в населенном пункте, и просто зашли и уничтожали. И Шаманов после этого получил звезду героя. И вот Владимир Шаманов, военный преступник, который ныне пока живой, в овальном кабинете был со звездой героя. Тогда был Джордж Буш президентом. И вот я про Биллина Клинтона помню только сейчас, когда сейчас смотрю видео, узнаю, я помню, что Дудаев возбуждал против него уголовное дело. И ну, я не придавал этому значения. Ну, Америка, блин, Клинтон. Я молодой был, вообще меня как-то война, конечно, меня интересовала. А вот эти вещи я вообще не понимал и даже не интересовался ими. А когда я увидел Шаманова в кабинете, это было, я скажу так, как неприятные такие ощущения были. Поэтому в этом смысле, когда ведется пропаганда, и у тебя нет шанса выжить, и те люди, которые пытались, боролись за свою свободу и независимость, эти люди обзываются, называются, и уже пропаганда им обвиняет их, что они террористы, убийцы и так далее, то ну, вот это все друг на друга наложилось, я хочу сказать. Нету, в любом случае, при всем, я пытаюсь объяснить, почему эти люди переходят. Ну, вот. Они служили, когда даже война была, когда геноцид был, эти были, которые служили. Потом уже начали другие подтягиваться, потому что им нужно было выживать, и даже и предпочтение отдавалось тем, кто воевал против России и погиб. Их родственника, если он не переходит, его тоже брали, но потом его убивали. Вот тот, кто становился предателем, его убивали. Все, кто воевал против России, Россия убила. Кого смогла убить. А кто служил им, она их могла убить. Они так или иначе все погибали. Кого-то там типа убили наши бойцы, кого-то там кто-то в аварии погиб, где-то ну, при невыясненных обстоятельствах погибли. И ну вот у меня нет этому объяснения, кроме вот того, что мир оставил нас просто с людоедом. Особенно это когда после того, как Джохар погиб. Опять же, обвиняя Запад в этом, я должен признать, что мы способствовали этому. Мы после гибели Джохара все пошло в тартарары. Договора, которые, видимо, были у Джохара с Западом, не соблюдались, ударились в религиозную вот эту тему. Хотя во время Первой русско-чеченской войны такого религиозного всплеска не было, хотя все верующие были чеченцы, и, ну, по крайней мере, многие. И в итоге, после окончания войны, все стали какие-то ну, просто сумасшедшими в этой области религии. И как я вчера цитировал Киссинджера, уверенный в своей правоте бывает тот, кто вообще ничего не знает про тему или все знает. Вот мы, которые ничего не знали про религию, которые только освободились от этого советского коммунистического атеизма, просто бросились в эту религию, представляя, что она вот то, что вот нам интерпретация этой религии, которая нам заносилась, написанной на русском языке, напечатанная в Казани, в Москве, вот это все поглощалось в огромном количестве, и как будто это вот они лично с Богом говорили, и вот Бог им дал вот это указание. Люди и сейчас есть полезные идиоты, которые в это верят, но тогда это было как-то, я не знаю, такой вал был этого всего. И да, нас тогда практически тогда, ну вообще оставили один на один.
нет оправдания в соответствии с уголовным кодексом людям, которые перешли на сторону врага. Ну, можно попробовать объяснить некоторых из них. Если вот сейчас все это закончится, я представляю, как они будут рассказывать, что они были внедрены, что они это делали, что они то делали, что они помогали. Конечно, такие тоже там присутствуют, наверное, которые болеют душой там за свой народ и так далее. Но вот как-то так это было. Все очень сложно. То, что с нами произошло, это на 100 лет еще. Еще 100 лет мы с этим будем разбираться. Это десятилетиями мы будем судить их, находить, задерживать. И потом еще 100 лет, век будем выяснять, кто кого, где, когда, что кому сделал. Это очень сложная задача, которая перед нами стоит. Но мы, я думаю, должны пройти этот путь. Это как бы юридическая, бюрократическая сторона вопроса, который мы обязаны решить, которая завершить строительство нашего государства. Как-то так. Так, давайте ваши комментарии еще почитаю. Так, Аснаб, покажи в эфире для Хамзата. Я не думаю, что это надо показывать, леди. Это здесь просто мозг, который светится. И, ну, давай покажу. Вот. Вот. Это мнение леди. Так, чеченцы имеют свой язык, мову, свою культуру и правила поведения. Чеченцы это народ, национальность. Да, совершенно верно это говорю, Иван. Они рабы страха за свою жизнь и не могут даже подумать о спасении. Какой Аллах для них авторитет, если мулы лгут, и они видят все изнутри системы, тюрьмы, страх, гора, просто запуганы, да все прислужники. Совершенно верно, Шамиль. Если говорить о религии, то люди, которые служат кадыровцам или банде ФСБ России, эти люди, что бы они ни кричали, Аллах Акбар они кричат, что бы они ни кричали, они не ради Бога там делают. И никакого джихада или газавата там нет и быть не может. В том, что они делают. Они за деньги там. Деньги и, знаете, вот это показать, что ты мужчина с оружием там и так далее, и так далее. Нету там никого, кто делает это ради народа, или, ну, никого я не скажу, может, один найдется на миллион. А так не делают они это ради Бога или ради народа. Делают только ради себя. Common Fry, Машуоль Чирей. Сананс Оларцуна, блин, Клинтон и Обама был. Ясно. Так, это Клинтон сделал коммунистический Китай мощной экономикой, закрыв предприятия в США и Европе, перенеся в Китай и коммунистам. Кто он сам, если не коммунист? Ну, я в этом не разбирался, файтер, и я вообще как бы не знаю, почему не думал. Я сейчас понимаю молодежь, которая не думает об этом, она не вдается в детали, и я многого не знал. Я и сейчас не знаю многого. Делир салам машал рыбак машуэль ха. Ассаламу алейкум варахматуллахи ва алейкум ассалам. За последнее время Билл Клинтон у массу утюг чуагоич типа Чечня и внутреннее дело России Бош. И наши арабезьянки на этом очень спекулируют. Вот ваш демократия Бош. Да, я это тоже видел, это распространяют совершенно верно, но дело в том, что на
Клинтоне или на президенте США, США не заканчивается. США это очень большой, сложный политический механизм, который регулируется. И, конечно, новая администрация большое значение имеет, она на многое влияет, но в любом случае от одного президента не зависит. Хотя я видел это видео. Борис Ивашов, какое село они уничтожили? Я подзабыл. Шаманов еще называл жителей этого села негодяями. Но Шаманов причастен к разрушению многих населенных пунктов Чеченской Республики. Я говорил про Катыр-Юрт. Религия управляет массами. Да, совершенно верно, Усман. Совершенно верно. Так. Давайте почитаем. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Султан Машуль. Так. Давайте я отсюда. Я чтобы не листать так. Хотя. Брат, ты говоришь на чеченском. Да, говорю, конечно. Я же чеченец. Говорю на чеченском. Сейчас я включу, чтобы можно было отсюда читать комментарии. Так. Хомичеру сокотрюшта рук. Так. Сокотрюшта рук. Так, здесь 15-рублевые заскочили к нам. Привет. Дешево за 15 рублей. Навальный Крым не бутерброд, чтобы его делить. Навальный не картошка, чтобы быть фри. Отлично сказано, стакан пива в Акасе. Пускай сидит, да? Но это он сейчас и выйдет Нельсоном Манделой, уже их проговорился. Брат, скажи, пожалуйста, а есть такое, что чеченцы евреи, или как-то это объяснить сможешь? Я не понимаю, что ты имеешь в виду, чеченцы, евреи. Есть чеченцы, есть евреи. У нас живут евреи, жили, по крайней мере, жили евреи до войны в Грозном. И очень тепло и дружно мы жили. Так. Алейкум салам. Спасибо, Асан, спасибо. Алейкум салам всем. Брат, временный президент Милу Ичкери. Кому верить уже нельзя. Все балаболят, зарабатывают копейки. Юзер, это очень сложный был вопрос. Я на это потратил 4 года. Ну, не 4, 2 года потратил, сказать, даже чуть меньше, может быть, но около того, пока я разбирался. И для этого мне пришлось поставить на кон все, заканчивая своими родственниками и всеми, кто находится сейчас в заложниках во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И я признаю не предавшим, не изменившим нашим принципам свободы и независимости. Это главное, что должно быть. Президиум правительства в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, Мусы Таипова и других лиц, которые входят в этот президиум правительства. Других нет. Остальные самозванцы и с большой вероятностью работают
не на чеченский, не с большой, 100% вероятностью работает не на чеченский народ. Так, теперь можно, наверное, перемотать. Ва алейкум ассалам. Увиш он. Дигду волкш. Так, так. Дальше. Аслан, как успехи в изучении английского? Это ты не поверишь, никак, да. Вернее, ты поверишь. Да уж, никак, пока никак. Мне нужно, знаешь, меня нужно лишить интернета и закрыть где-нибудь в помещении, где много англичан находится или американцев, чтобы я начал говорить. Так-то у меня база есть, и мне нужно начать общаться. Я очень много понимаю, я начал чуть-чуть читать там и все такое. Но вот говорить уже, раньше мне даже говорили, что я без акцента говорю, там учительница английского языка мне говорила в школе, что у меня без акцента. Ну вот, учил, и вот тебе надо. Довели ва алейкум ассалам, все будет Ичкерия, дай мула, дай Бог, Довели. Асан, что там насчет Польши и других стран НАТО? Сегодня в новостях говорили, что они могут вступить в войну за Украину. Да, ночи. Скорее всего, сейчас у нас сегодня, по-моему, начались самые большие учения в истории. Очень мощные там будут учения. И эти учения, самолеты там, ну все просто, тут у нас супер-мега, там мощно все будет. И вот страны Балтии и Польши, скорее всего, ведут свои войска, я думаю, ведут и все остальные ведут войска. Потому что Украине нужна помощь. Аслан, когда домой? Я думаю, Фидей, в следующем году мы уже сможем поехать домой, да, Алмула. Я надеюсь, что в этом году, но вот более оптимистично, если сказать, почему-то мне кажется, что в этом году, в следующем году уже нужно готовиться ехать домой. Да, Алмула, посмотрим. Так, я сегодня смотрел стрим белорусского блогера Антонаса Куракаса. Он утверждает, что где-то у них ФРФ построила АЭС и пытались 6 раз запустить, не смогли. А сейчас ее заминировали. Что скажете? Шамиль, я не знаю по этому поводу вообще ничего. В первый раз от вас это слышу. Путин планировал, уже обсуждал, что вот мы сейчас закончим перевозить атомное оружие в Беларусь там и так далее, я думаю, что оно уже там, что хранилище для ядерного оружия, атомного оружия российского в Беларуси уже готово, и оно там находится. Вот, про АЭС я не слышал, но мне кажется, вот как-то так. Польша за признание Ичкерии. Да, Усман, совершенно верно. Польша уже изъявляет. Нас признают, друзья, я в этом уже не сомневаюсь нисколько. Вообще 1001% я в этом уже уверен. Да, Алмула, конечно. Чтобы не сглазить, как говорится, то такие вещи, как будто во сне все происходит. Хотя это надеялся, ожидал, мечтал, во сне снилось. Но вот сейчас все происходит наяву. О нас говорят, с нами на нас рассчитывают, и стратегическую американскую стратегию Ичкерия будет включена. Да, Алмула, мы будем союзниками США, стратегическими союзниками. Я на это очень рассчитываю.
это просто будет сказка. Да. Поэтому Польше отдельное спасибо. Польша всегда знала, понимала, что такое Россия, империя, и она к нам относилась очень неплохо. Много беженцев приняла. Так, Самур, нет никаких кумыксов, представьте. Ассаламу алейкум, ассалам. Ва алейкум ассалам, Мавидин. Слава Украине, свободочки, героям слава. Лабас Вакарус, Мавидин. Лабас Вакарус, Довиле, Мавидин. И я вам говорю такой же. Лабас Вакарус. Безволие, никчемность, родная сестра подлости. Мудро. Я в Израиле встречал евреев из Грозного. Очень тепло вспоминаю свою жизнь с чеченцами. Файтер, я не встречал ни одного чеченца, который дружил, общался с евреями, который плохо о них отзывался. Вот просто бывает что-то пренебрежительное даже в нотке. Вот никогда не встречал. Это заслуживает уважения. И эта сторона, и та, раз так себя проявили, что никто не говорил. Супер. И так и будет. Мы с вами, с Израилем, будем очень хорошими и надежными союзниками. Зуб даю. Юрт не кумыкская приставка, не знаете историю. Спрашивайте у тех, кто знает. Юрт это вообще тюркоязычное слово. Моцарт, совершенно верно. Юрт это тюркоязычное слово. Но кумыкский язык это тюркский язык, относится к тюркской группе языков. Поэтому вы все правы и как-то так, Лен. Арабезиане всегда были на посылках у русских, а нынешние априори нюх потеряли. По-видимому, они еще и Пушкина доставали, поскольку он еще тогда о них лестно отзывался. Чири, это говорит. Так, Саню Хедсом. Я очень хочу домой, но, увы, не могу. Почему не можешь? Ну, пока ты не можешь. Я это понимаю, но в этом году или в следующем мы с тобой поедем домой ночью. Я тебе... Ну, зуб не даю, но очень на это рассчитываю. Горская республика это как мертвые души Гоголя, Ичкерия и только Ичкерия, и ничего более быть не может. Горская республика, как сама эта идея, она ничего плохого в этом нет. От кого исходит эта идея? Кто хочет стать во главе этой идеи? Вот в чем проблема, понимаете? Тот, кто работает на русских, тот, кто не помогал своему народу освобождаться, помогал, точнее, закабалить его, эти люди не должны быть во главе. Вот это понятно. А Горская республика, как сама идея Кавказского дома, вот эта идея Гамсахурдия и Дудаева, Кавказский дом, эта идея, я ее, например, поддерживаю. Это очень хорошая идея. Потому что это два человека, которые думали на самом деле о своих народах. И они погибли, убиты этой империей. Поэтому в этом плане кто возглавит, кто будет эту идею продвигать? А создаются симулякры. Вот ичкерийский симулякр создается, там религиозный там симулякр создается. Это все, ну, как бы специально делается, чтобы сбить с панталыги, как говорится. А сейчас главная наша консолидация. Да, Усман, совершенно верно. Аслан видел, как Кадыров потихоньку пластинку меняет, обращаясь к чеченцам. Давайте отходить от таких слов, как благодаря Кадыру, будем говорить благодаря чеченскому народу. Да, Амзат, мы вчера как раз это обсуждали. Да, изменился, конечно. Теперь уже чеченский народ им нужен. Его же надо сейчас бросить в огонь. Им нужно бросить в огонь. Так. Так, куда делось? Асна, я мечтаю о союзнике Израиля, Чеченской Республики Ичкерия. Твои мечты сбудутся, файтер. 100%. 100%. Да, Аллах. Все верно. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Моцарт.
Да, риторика меняется. Я не хочу никаких союзов с соседями для Украины. Пусть все идут к черту мать. Только НАТО и ЕС. Но может быть у вас другая ситуация. А, да, у нас немножко другая ситуация. В этом согласен. И Хорзум нужно учитывать, что вы 40-миллионная нация. Самая большая страна в Европе, между прочим, вы. Поэтому вам союзники, ну, как бы, объединения не нужны. Но объединяясь, опять же, с Евросоюзом, если вы станете частью Евросоюза, то то же самое произойдет. Мы также хотим наподобие Евросоюза объединить наш Кавказский дом. Без границ, чтобы были. Ну, конечно же, без малейшего влияния России и Турции. Джахар говорил о конфедерации горских народов. Да, это и есть Кавказский дом. Давайте забудем само название, вот то, что нам вбрасывают эти товарищи, Горская республика, и назовем, и это все будем называть только Кавказский дом. Вот давайте возьмем за вот этот термин, это название, и будем использовать так, как использовали его Гамсахурдия и Дудаев. Вот так мы будем придерживаться. И тогда сами отсеются. Хотя они потом и в этом перекрасятся. Но мы будем бдить. Да, Кавказский дом отличная идея, но от лиц предателей не хотелось бы это даже слышать. Совершенно верно. И духой даются. До Голодомора нас было 80 миллионов. Представьте, ужас. Если мы будем входить в Горскую республику, то мы теряем статус нашего суверенитета. Мы приравниваемся к статусу всех, кто входит в прошлом, Горской республики. И это не дом Кавказа, как говорили Дудаев Гамсахурдия. Но не совсем так, леди, но давайте просто забудем эту Горскую республику. Давайте ее нигде не упоминать. Просто это нарратив, который нам навязывают люди, которые хотели бы, чтобы они стали во главе и управляли процессами. То есть это в первую очередь связанные с Россией люди. Они захотят, чтобы Россия ушла, виновные в преступлениях, россияне ушли от ответственности, и они тоже сами ушли от ответственности. И в том числе мы не смогли наказать их, виновных, и не смогли потребовать компенсацию за тот вред, который нам нанесен. И, конечно же, нам это неинтересно. Поэтому Кавказский дом, будем говорить Кавказский дом, все, это будет наш ответ Чемберлену Дион. Мир подлеет, и наша старомодная подлость не выдерживает конкуренции. Стратегией былой Горской республики было заложено восстановление монархии в России. Возможно. Могу представить союз Великобритании, Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, остальные пусть идут лесом. Было, это Хорзум говорит, было бы отлично, если Украина ограничила с Казахстаном. 100%. Да, совершенно верно. Здравствуйте, я из Беларуси, но я с вами, я с Украины. Живе Беларусь, Бавов Натко. Слава Украине. Значит, вы наш человек, я вам скажу. В головах у зверей и животных живот. Их основная функция набить живот, поэтому их называют животные. В этом, и о чем от них отличаются Ахмад Силовцы. Марина Исаева. Отлично просто сказано. Спасибо тебе. Совершенно верно. Совершенно. Только нужно еще к ним... Животные это Богом созданные нормальные существа, при том, что у них ограниченные, вот как ты говоришь, только инстинктами. А эти скорее бешеные тогда уж, как их Путин правильно, как сам себя Путин правильно назвал. Якутия и Дальний Восток могут освободиться от Москвы или нет? Егор Дубинин. Я абсолютно убежден, что будет Дальневосточная республика и будет Якутская республика. Якуты давно заслужили свое государство и должны освободиться.
или они будут просто уничтожены как этнос. Это один из немногих народов, которые еще из северных народов, которые сохранили свою идентичность, свой язык, несмотря на такие преграды и очень большие потери, скажем так, и в культурном, и в языковом, и так далее. И я абсолютно убежден, что Якутия и Дальний Восток получат свободу от империи, от империи. Но они, конечно, сами должны этого хотеть. Никто за них ничего делать не будет. Ва алейкум ассалам, смотрящий. Грузины за объединение Кавказа. Говорит Марат, да, конечно. Мы кавказская нация, мы должны объединяться. И грузины это наши главные союзники в этом деле. Так, давайте почитаю ваши комментарии из ТикТока. Ассалам алейкум. Ты на какой теперь стороне, Аслан? Ва алейкум ассалам, терминатор. Я на той же, на какой был всегда. Ва алейкум салам, Расул. Скоро вы все переобуетесь, когда вся правда выйдет. Ага. Любов, да, у тебя фамилия получается, ник здесь получается такой, да? Любов, а почему бы тебе сейчас не рассказать нам всю правду, а? Опять фантазерский эфир. Так, скорее всего, ты их научишь сейчас, как Осна, когда домой. Так, это мы уже читали. Так. Вы уже проиграли. Если до тебя доберется Кадыров, молись. Александр Бух. Александр Бух, я полагаю, ты в Германии находишься, да? У меня, знаешь, один вопрос к вот таким Александрам, как ты. Почему вы прячетесь за этой толстой рожей Кадырова, которую в экран не помещается уже? Объясните мне, почему вы не говорите там, я от Кадырова так не рассматриваю, как соперника даже. Почему вы не говорите там Путин, русские доберутся, там еще чего-то сделать? Почему вы говорите про Кадырова? Вы думаете, он чем-то круче вас? Неужели, захватив, оккупировав нашу страну, вы так ничтожны, что прячетесь за рожей Кадырова? А? Вам самим не стыдно просто такое говорить? А? Ну вообще. А что там с Кадыровым и китайским военной бронемашиной? Это просто понты или фейк? Ну не знаю, может какие-то машины и были, может раньше куплены, может позже. Не знаю. Разберутся. Я не думаю, что Китай пойдет против мира. Я не думаю. Китай готовится разделить добычу в лице фашистской России, оказывать влияние на все те территории, на которые оказывала влияние фашистская Россия. Поэтому в этом плане я не думаю, что Китай вяжется в это. Можно просто расслабиться. А что там с Кадыровым китайцем? Так, это я ответил Лизе, это было. А Палестина? Расул. Палестина. Что дальше? Так, почему в Германии сидишь, не защищая, и сидишь, Украину не защищаешь? Как же не защищаю? Кто-то же должен информационно вести борьбу, правильно? Я правозащитник. Я защищаю Украину так, как мало кто защищает из моего народа. Открыто, публично. Поэтому я могу это делать отсюда, не обязательно находиться для этого в Киеве или где-то. У вас есть дети? С какой целью интересуетесь? Горский республик нам не нужна, говорит Орсло. Совершенно верно, Орсло. Я мечтаю без виз в США. Орсло, я думаю, мы этого добьемся. Да, Мула, у нас будет без виз в США. Так, войнах, ва алейкум ассалам. Дудаев легенда, согласен. Аснай, Горский республик, Мичер халяц дуцер. Хили и Вейи. Да, в войнах была Горская республика, 100 лет назад она была, и Дэнни, спасибо за подарки, спасибо.
она была признана несколькими государствами, Турция ее тоже поддерживала, ну вот такие вот были вещи, но она уже, ее нет. Это попытка перехвата инициативы, понимая, что Запад, Америка, Великобритания имеют виды, скажем так, на Кавказ. Кавказ это стратегически важный, очень важный регион. И они таким образом пытаются, заткнув всех, убив всех, имея ресурсы, имея кадры, они пытаются Западу, Англии, Америке показать, что вот смотрите, альтернативы нам нет. Вы хотели влияние на Кавказе. Вот мы предлагаем вам влияние на Кавказ. Вот давайте Горскую республику, там юридическое обоснование, 100 лет назад Англия признала Горскую республику. И давайте вот мы вам предложим такие услуги. Это такая чисто их русская, прорусская тема, когда они так предлагали это всегда. И таким образом они хотят просто перехватить инициативу. Но у них не получится. Забудьте про Горскую республику. Давайте говорить про Кавказский дом. Просто не произносите вообще это слово, этот термин, это название. Будем говорить Кавказский дом. Так, ассалам алейкум, ассаму, мокшалмую, Аллаху аттубой, ва алейкум ассалам, дику дал бухастам. Так. Ахаха, тут в комментах 15-рублевая. Да, стакан пива. Тут много 15-рублевого забежало. А это такая настырная любовь. Просто игнорим 15-рублевку в комах. Договорились, стакан пива. Ингуши, грузин, чеченцы, идеальный Кавказ. Совершенно верно. Ты считаешь себя частью интеллигенции? Не знаю, что ты вкладываешь в слово интеллигенция. Я считаю себя частью чеченского народа, чеченской нации. Кадыров Силас. Ален, спасибо. Так. Историки говорили про нашу войну. Ален, спасибо, спасибо, спасибо. Денис, спасибо. Всем спасибо. Старики говорили про нашу войну и про то, что сейчас идет. Говорили, конец у России будет ужасный. Да, мула, одинокий. Так. Тоже мне политолог. Тоже мне комментатор, да. Ростов маленький, ростом маленький народ, их с лица земли стереть их империи, они говорили. Посмотрим. Ингуши, грузины, чеченцы, идеальный Кавказ. Плюс соседи, Украина. Прям пазл сойдется. Да, мула. Даже не верится. Я боюсь, что на земле, да, не боюсь, я мечтаю об этом. Я думаю, что настанет рай на земле после того, как террористическая банда ФСБ будет осуждена. И наступит рай на земле. Так, давайте почитаем комментарии в YouTube. На России 2 сегодня этот лысый пропагандист показывал карту развала ФРФ. Ага. Ну, они этим как бы сейчас очень взволнованы этим они. Взволнованы. А сам вот именно идет подмена понятий Кавказский дом и ГР. Как будто это одно понятие. Кавказский дом входит в суверенитет, а в ГР входит еще не суверенитет, кроме нас. Входит ГР, мы приравниваем все это. Да, там, смотрите, дело не в том, что нам нужно для этих людей. Дело в том, что они хотят заинтересовать американцев, да, американцев, англичан, Запад они хотят заинтересовать.
И американцы, англичане, они имеют дело с разными людьми на этой земле, они не собираются делать Америку из этого. И вот вы сами делаете, они говорят. Просто интересы наши соблюдайте, все, мы вам будем помогать во многом. И вот они хотят оставить нас в составе России. Вот их задача, вот их задача. Поэтому мы должны вообще забыть этот термин, и все. И просто это будет просто. Граница Украины с Казахстаном возможен, но где гарантия, что будущая Украина не превратится в новую Рашку? Гарантий, конечно же, нет, Чирей, но нужно посмотреть, была ли когда-нибудь Украина империей. Все зависит от менталитета людей, правильно? Не кучка людей, которая придет к власти, да, эта кучка придет, это администрация пришла, ушла, и все, ее сменили. А сам украинский народ когда-нибудь стремился к завоеваниям, к оккупациям там, и так далее. И то с учетом того, что там очень много живет русскоязычных, имперски настроенных людей в этом плане. Поэтому не было такого, мне кажется, в истории Украины. Поэтому не станет она. И сейчас уже новый век, все изменится. Когда будет создана новая архитектура безопасности, она уже готова. Нужно сейчас закончить с террористом Путиным и Патрушевым, их осудить как нацистов. Это еще большая работа предстоит сделать, предстоит миру ее сделать. Поэтому, ну вот как-то так. Поэтому я не думаю, что она превратится. Так. Кавказский дом, да, ночью. Ассаламу алейкум, маш дольше. Ассаламу алейкум, ассалам бамут. Маш ойло. Так. США проигнорировали Заки, министра иностранных дел, как поехал, так и приехал. Смотрите, я начал говорить, и раньше я об этом говорил. Американцы, они имеют дело с тем, что есть. Они, если другого нет, они будут иметь дело, там, я не знаю, с Саддамом Хусейном, с кем угодно. Все, с чем есть, тем они будут работать. Неважно. Ну, конечно, им важно, конечно, но если нет, ну, на нет и суда нет, как говорится. Поэтому и Закаевщина много таких шагов предприняла для создать какую-то там суету, там, видимость какую-то там и так далее. Но на этом все это и закончится. Если мы не будем сидеть сложа руки. В первую очередь касается нас не просто как гражданского общества, а касается президиума правительства. Поэтому мы должны наш президиум подталкивать, задавать вопросы, интересоваться, а что вы делаете, какую работу вы проводите. Пожалуйста, представьте нам, когда мы будем платить им зарплату, когда мы деоккупируемся, тогда мы будем требовать у них. А не согласны, будем увольнять. А так мы должны сейчас просить их, давайте, ребят, давайте работайте, что нужно от нас, чем мы можем помочь. Сейчас мы находимся ведь в состоянии оккупации, нам еще много чего предстоит сделать. Поэтому, если мы будем сидеть ничего не делать, то и Закаев, ну Кадыров уже нет, потому что там уже там запятнан полностью. Но любой человек, там, типа Саддама Хусейна даже, хотя Саддам Хусейн тогда еще не был таким кровавым, каким он стал позже. Но факт остается фактом, что нам нужно что-то делать. Инал Шарипова, вара, Инал Шарипова. Однако, какая разница быть под крылом черной свиньи или белой, как Дудаев сказал Америке? Лёма Мусаев, я не знаю, откуда ты взял, что Дудаев такое сказал. Это неправда, то, что ты сейчас говоришь.
А между белой свиньей и красной свиньей было сказано во время в революции России, когда Российская империя разваливалась, и Топа Чермоев предлагал заступиться за царскую, вот за эту горскую республику, а другие говорили, что нужно заступиться за коммунистов, за большевиков, которые приходили к власти. И тогда он сказал, какая разница между белой свиньей и красной свиньей. И вот это искажение, что белая и черная свинья, делается специально, чтобы аналогии к тому не было проведено. Я надеюсь, ты это делал неумышленно. Поэтому речь не об этом шла. И мы не говорим о том, чтобы стать колонией Америки. Америке от нас ничего не нужно, чтобы было понимание. Если мы станем нормальной, самодостаточной страной, союзником, а союзником с кем-нибудь нам в любом случае нужно будет быть. Правильно? Потому что у нас нет ни технологий, ни вооружений, ничего у нас. У нас страна оккупирована. И те вещи, которые ты говоришь, это вещи, те, которые очень выгодны русским. Я надеюсь, ты просто искренне заблуждаешься в том, что ты говоришь и делаешь, а не умышленно вводишь людей в заблуждение, пытаешься вводить людей в заблуждение. Поэтому Америка это страна, которая очень много сделала, например, для этой же Германии. Она много, сравни Северную Корею, Южную Корею, сравни там, много можно приводить примеров. Поэтому у тебя очень неудачный пример. Так, вітаю, Славочки, рядався, давно тебя не видел, вітаю. В США есть представитель ЧРИ, кроме у Закаевщины тоже там нет никаких представителей, но я не знаю, у нас нету там, наверное, представителей. По крайней мере, мы их не слышим. А если мы их не слышим, то значит их нет. Да, уважаемый Дуба Дегдич. Асан, только ты упоминаешь о президиуме правительства, а сам же этот орган словно воды в рот набрал. Рыбак, нужно, они есть, они работают, в Фейсбуке есть, информационно очень плохо ведется работа, это нужно признать, это правда, но работа ведется, немного людей работают, видимо, поэтому она не так видна. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Будет ли Европа в своей политике в будущем жестче в отношении русского мира? Да, в отношении русского мира, я думаю, да. Но агентура, которая здесь десятилетиями навербована фашистской России, она все равно будет поддерживать связи со своей вот этой бывшей действующим учреждением. Слава Абхазии, Апсны Нохчи на Унагаза. Не знаю, что это значит. Героям слава, я скажу. Так, друзья, не ругайтесь только, не ругайтесь. Нам нужен протекторат Америки. Адаев, знаешь что? Я много общался с Аядом на эту тему, насчет протектората. И нам нужно протекторат, спонсорская помощь от Америки, но так, чтобы наше государство, наша страна было независимым, не частью России или Америки и так далее. Америке мы не нужны как часть, но вообще, конечно, нам нужна помощь от Америки. Очень нужна.
Асан, русские, где бы ни были, в лесу или на поляне, везде разбросаны бутылки и свалки. Так они поступают на оккупированной территории. Может, я не прав? Егор, абсолютно верно. Это очень верное замечание. Я заметил даже вот по видео, которые поступают а, с Украины, с войны. Смотришь, как украинцы живут в окопах, там, в своих боевых вот этих местах. И смотришь, как у русских. Ну, просто, ну, свинарник самый настоящий. Мусор. И это дело даже не касается именно боевые действия, там, не до этого, мусор там. Даже у них не в боевых действиях, не на оккупированных территориях. Вот такие они. Вот такие. Плевали они. Так, да, рыбак, нас ждет очень скользкая дорога, и протекторат должен быть с шипами. Да, конечно же, конечно. Нам нужно, если кто-то думает, что мы получим, нас признают Соединенные Штаты, мы расслабимся, у нас все будет. Ничего подобного, друзья. Для этого нам придется, это очень даже наоборот. Вот это положение, в котором мы сейчас находимся, при всем том, что вы видите, в каком положении находимся, оно намного легче, чем то, которое нам, когда нас признают, и мы начнем реально работать. Вот тогда начнется головная боль, начнется, тогда начнется очень все серьезное. Просто вся система будет меняться, и это будет очень сложно. Это очень большие будут. И коррупция будет, и предательство будет, и много что, и подлость, и вероломство. Это просто невероятно, как это нам еще... Это большое испытание, я вам скажу. Свободный человек, свободное государство – это ответственность. Это не только я делаю, что хочу, когда хочу. Что Америка сделала для Германии? Под колпаком держит. Сейчас развалила почти полностью. Это как? Наталья, ну не надо врать. Чисто как Путин врете вы. Что вы такое говорите? Привет, Джой. Было бы не лишним хотя бы раз в месяц квартал, чтобы наш президиум делал обращение к народу. Было бы хорошо, рыбак, если бы у нас каждый день было обращение. Обращения, какие-то онлайн-конференции, какие-то выступления, какие-то интервью. Вот эта работа была бы. Не то, что было бы хорошо, это просто жизненно необходимо нам сейчас. Жизненно. Для этого не нужны ресурсы, как вы видите. Мне ресурсы не нужны, чтобы сидеть что-то говорить. Но люди, которые владеют огромным количеством информации, должны делиться этой информацией. Конечно, я полностью с тобой согласен. Даже более, как говорю. Сегодня видео видела, наши нас построили от душ в лесу, мусор собирают, а те грязь в грязи. Да, Хорзов, я видел это видео. Рыбаки, все шипованные колеса должны быть ведущими. Ну вот как раз 4 ведущих шипованных. Это судебная система, исполнительная власть и законодательная, плюс президент. Все должны быть шипами. Все должны быть кристально чистыми, все должны пройти детектор лжи, что они будут верно, честно служить чеченскому народу. Это очень выстроить в системе. Я не знаю, как мы это будем делать и кто это будет делать. Но это кровно просто, кровь из носу нам это нужно. Алейкум ассалам, Задик. Я живу здесь 30 лет и знаю, что тут творится. Да я знаю, как вы здесь живете, Наталья. Как вы здесь живете. Поэтому про русскоязычных в Германии мне рассказывать не надо. И лить воду на мельницу вашей пропаганды, что Америка плохая, разваливает Германию. Давайте просто для сравнения возьмем восточную Германию и западную Германию, где были американцы, англичане, и где были советские. И просто вот это вместо 1000 слов просто, это будет прекрасно свидетельствовать
кто кому помогал. Вот и все. Америка никогда не поможет стать и помогать шариатскому государству, тем более, когда им будешь должен. Вот что я хочу сказать. Лема Мусаев, у тебя, что ты вкладываешь в шариатское государство? Что ты имеешь в виду? Ты хочешь поменять нашу конституцию? Изменить наше государство? Ты хочешь сказать, что у нас нету демократической Ичкерии, а есть твоя какая-то фантазия, что ты какое-то там исламское шариатское государство строишь? Вот на каком виде? Бубелбеш, да еще Амел, просто так ашиштица. Вам заложил кто-то программу, вы выдаете эту программу. Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите убрать нашу конституцию, соответственно, вы хотите, чтобы за 300 тысяч русские не ответили. Убитых 300 тысяч наших граждан. За то, что за $1 триллион, чтобы нам русские не выплачивали компенсацию. Вы этого хотите? Хорошо, вы этого не хотите, вам никогда, вы считаете, что вам это не отдадут, и так далее, мы наказать не сможем, и так далее. Тогда скажите, какое шариатское государство вы хотите строить? Наподобие какого государства? Саудовской Аравии, Афганистана, Ирана. Какое государство вы хотите такое построить? Религиозное государство, где будет один аятолла, вот как раз Закаев, Кутаев, это по этой теме, или Удугов, который первым в 21 веке объявил войну кафирам и живет сейчас спокойно в Турции где-то или где-то там еще. Просто не понимаю я вот этих ваших вещей. Просто да Эльчани, Душма, да, поможет, не поможет. Это же очень сложный вопрос. Если ни на Афганистан, ни на Саудовскую Аравию, ни на Иран не будет похоже ваше государство, которое ты предлагаешь, то какое оно будет? Что ты будешь, как ты собираешься жить? Это при том, что мы тебе не позволим нашу конституцию просто так отбросить. Наша конституция это выбор чеченского народа. И до конца, пока на выбор чеченского народа остается таким и не поменяет сам чеченский народ свой выбор, ни ты, ни любой другой радикал, который возомнит себя, что вот он заставит, не заставите. Вы все, кто сейчас там, мы там строим шариат, мы там строим, вы не можете пойти сейчас в Чечению и там что-то сделать. Все, вот на этом рот можно закрывать. Больше разговоров никаких быть не может, понимаете? Вот и все. Если вы сейчас будете настаивать на этом, на том, что вы говорите, и чеченский народ будет молчать, то получится так, как получилось в 98-99 году. Когда Запад, Америка сказала, ну живите как хотите, давайте. И как хотим, Россия нам устроила. А потом и Турция устроит, которая ничем, недалеко не лучше, не намного лучше, скажем так, России. Устроит нам это. Нам это не нужно. Мне это не нужно. Чеченскому народу это не нужно. Мы все это видели. Что? Булбош, да его амел, дешхач. Шариатское государство есть в Саудии, и США им помогает. Да, это вообще, это их не устраивает их. Когда ты им говоришь, нет, нас это не устраивает. Нам такая шариатская, какая вам нужна? Они не могут сказать, какая нужна. Нету у них ничего, что они могут предложить. Максимум, что они могут сказать, вот как этот зашел, какую установку для бритья ты пользуешься. Вот что, вот уровень человека, который собирается строить исламское государство, шариатское государство, это вот все, что он может, все, что они могут сказать. Давайте дальше. Так, Аслан, детектор лжи, аютча, цогантикок, бог, шхит, сунцел. Да, нам нужен детектор лжи обязательно. В законе о иллюстрации, который был принят у нас в 98-м, по-моему, или в 7-м, я не помню сейчас в каком году, в 9-м, который так и не был применен, и, по-моему, Вох Асламбек ушел из нашего парламента из-за того, что Масхадов не давал принять этот закон, реализовать этот закон, и из-за этого он ушел оттуда, и из парламента. И я считаю, что
детектор лжи нужно вводить обязательно, как в этот закон о люстрации, он должен быть вводить. И все чиновники должны проходить к нему. Не просто они, но все совершеннолетние члены семьи их должны проходить. Понимаете, чтобы не было коррупции. Коррупция это враг государства, это оккупант, коррупционер. Аж хасуам лачеш и боевается и оккупанту. Так, эсгзидия шуи, но и оккупанту. Оккупант хуже у коррупционер. Во время войны это вообще в 10 раз хуже оккупанта. Во время войны коррупция. У нас во время войны люди занимались коррупцией. И за это придется всем отвечать, кто этим занимался. И после войны нам вводить штрафы за коррупцию, там большая работа, обязательно нужно вводить детектор лжи, полиграф, экспертиза на полиграфе. Видел народ, какой шариат строили после Первой войны. Совершенно верно, одинокий. И когда говорят шариат, они не вкладывают, они даже не понимают смысла, многие не понимают, многие искусственно нам его ввязывают. А шариат это соблюдение закона. Мы все чеченцы родились при шариате, даже в этой безбожной советской России мы жили при законах, которые мы всегда испокон веков придерживались. И так же и мы будем жить. Какие вопросы? Это важно. Фидею важно, каким станком я бреюсь. Аслан Ох Асланбек, Машша Дуцин, Хаяун. И Дин Мавац Ох Асланбек уже да газот обал дуэльцин, Цахасун, Машша Дара. Ну, я могу ошибаться, Ох Асланбек, Цахила Мекшунев. Я просто разговаривал, и мне говорили, что был вот конфликт был из-за того, что Аслан Масхадов не подписывал закон. Я не понимаю, почему себя Аслан Масхадов так вел. Вот столько агентуры вокруг себя собрал. Просто я многих вещей я не могу объяснить поведение Аслана Масхадова. Ну ладно, пойдемте дальше. Хорзум, вы с Америки, точно. Так. Аяхка Леомсью комментарий. Так, дальше. Кутаю Этала. Изакаю Этала. У нас есть Конституция 92 года и точка. Да, ночи. Что изобретать велосипед, когда все имеется? Готовое государство имеется. Так, браво, говорит бавовник. Бавовнятко. Довели вата, агентура всех стран это дно. Видела ночи, женщина Кацапа угасила. Смотрела и восхищалась, гордость за дочь Ичкири. Довели, да, но она не чеченка. И по акценту, и по манере говорить она не чеченка. Я слышал, что она замужем за чеченцем. Но это не имеет значения. Она, конечно, эмоционально была, но многие вещи она говорила по делу. Они ее оскорбили вначале, они перед детьми ее послали. Мое мнение, что Россия, что Турция, они нам не друзья. Так, говорит ночи. Эзи. Салам маршал Гулт Аслан. Да не нужно им никакой халифат. Это ленинские лозунги. Дели салам маршал. Да, совершенно верно. Это так, чтобы сбить толку, чтобы отвернуть нас, Америку, Запад, чтобы нам не помогли, сказали, эти неисправимы, оставим их русским. Зачем американцам с нами мучиться, правильно? Пускай русские с нами мучаются, как они считают. Коррупция уничтожает государство, ее нужно искоренить на корню. Да, я бы и сыворотку правды добавил бы где-то. Но это уже будет слишком амзат. Это уже выход за рамки международного права и прав человека. Вот коррупционеров надо обязательно будет держать зиндакапсы по исламу. Так, американцы никому не помогают. Они мешают России вмешиваться и мешают устраивать самим свою жизнь соседям.
Ну, я бы не сказал бы сейчас, что американцы не помогают, например, Украине. Я бы не сказал бы. Так, сейчас Китай, может быть, и выглядит как сын, но дойдет до того, что эти друзья захватят пол-Рашки. Какая ирония, согласны? Так, не знаю я. Еще Мао говорил, что Рашка захватила слишком много китайской земли, что Китай подружится даже с чертом, чтобы вернуть свою землю. Так, Ахмед Хабуй, Астан, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ты постоянно критиковал Тузика, что он критикует Кадыру, а ты в каждом стриме ругаешь Закаеву. В чем разница? Алейкум салам, Ахмед. Разница в том, знаешь, я, во-первых, не в каждом стриме, я просто людям раскрываю глаза, кто есть Закаевщина и так далее. Разница в том, что Абдурахманов, который был заслан сюда, и не только он один, есть еще другие, также, которые ведут эту пропаганду, были засланы, когда нас хотели отсюда с Европы депортировать. Понимая, что вот идет дело к большой войне, что они-то лучше нас были информированы по всему этому моменту. И русские знали, что они будут на Украину нападать, и ну, они уже напали тогда, и что дальше будут эскалировать эту ситуацию. Нас нужно было представить радикалами и такими религиозными такими представителями, которым никакая Ичкерия, демократия не нужна, что демократия это, как они меня тут оскорбляли разными нехорошими словами за демократию и так далее. Им нужно было это. И единственная конфликтная ситуация, с которой у меня в начале с ним возникла, она была связана с тем, что я говорил, не говори все время про Кадырова, говори про русских, про ФСБ говори, про ГРУ говори. Потому что сторонние наблюдатели, те же украинцы, которые нас смотрят, Запад, Америка, кто нас видит, они будут думать, что у нас какой-то внутренний конфликт. Именно то, что нужно было России и русским. Как ты видишь, я ни один свой стрим Россию, КГБ, ФСБ, ГРУ не обхожу стороной. И вот в этом и есть эта разница в том, что я делаю. Ахмед Закаев, он не работает на чеченский народ. Раз ты затронул эту тему, еще раз я напомню. Ахмед Закаев не работает на чеченский народ. Ахмед Закаев не работал на чеченский народ. И эти люди работают на себя или на ФСБ или на КГБ. Это следствие потом будет доказывать. Но то, что они не на чеченский работают, это точно я могу сказать. И могу также точно сказать со всей ответственностью, приводя доказательства, если они потребуют у меня эти доказательства, так они до сих пор не потребовали, почему-то они молчат все это время. И человек из его правительства прямым текстом мне предлагал работать на русских. И этот человек, вначале они сделали вид, что они его увольняют, чтобы я как бы не заподозрил, не обвинил их. И так и было, я не обвинял их ни в чем. Но потихоньку я вижу, что теперь они на каждом митинге вот этого Нашхо Эльдарова, настоящее имя, как говорят, Руслан Сулейманов, этот человек рядом с ними теперь стоит. И об этом я буду говорить. И никто мне не может это запретить сделать. И, конечно, большая разница между тем, что делает агент, засланный из России Абдурахманов, и чеченец, который пытается в силу своего интеллектуальных возможностей, пытается как-то помочь своему народу. Искренне, ничего не имея взамен, не прося взамен. Понимаешь? Большая разница между тем, что делаю я, и тем, что делает агент, засланный сюда, представить нас религиозными фанатиками, а нас тогда депортировали, усиленно, массово, самолеты загружали. 2 самолета вылетало из Германии в день или через день подряд вылетали самолеты. Забивали самолеты, и не было места посадить людей, до того заполняли самолеты, депортировали отсюда. И планировали депортировать всем, еще там парочку терактов, парочку там провокаций и так далее, и так далее. И после этого уже мы бы потоком туда пошли бы. И этого добивался Абдурахманов и вот эта вся шайка, которая ему подобная, которая занималась. Это была работа, которую они вели целенаправленно.
И мы этому препятствуем. Поэтому большая разница между тем, что он говорит все время про Кадырова, и я как говорю о том, что мне предлагали работать на русских. Я говорю о русских. Понимаешь? Вот и все. Вы за светскую Ичкерию, либо же так, Кондм. Я за свою суверенную, демократическую, правовую Чеченскую республику Ичкерию. Потому что другой нет просто, понимаешь? Хотим мы этого или не хотим, нравится нам этого или не нравится. У нас есть только суверенная, независимая, демократическая, правовая Чеченская республика Ичкерия. Точка. Россия, по идее, должна выплатить репарации за ядерный полигон Семипалатинский Казахстана. Много территорий заражены и много людей умирают. Ну, конечно, нужно об этим добиваться. Но пока в Казахстане находится союзник России в лице нынешнего руководства, я не думаю, что это возможно. Среди чеченцев по чеченскому адату испокон веков чеченец равный среди равных. И это есть вершина демократии. Совершенно верно, Хамзат. Так, давайте почитаем из ТикТока. 62 у Алияздина царь. Хуяздина в войнах, я не понял. 62 у Алияздина видео. Соцахлито. Ва алейкум ассалам, вени сюрди кё дал уизель машуоль. Когда ты умрешь, тебя будет судить Аллах, а не НАТО или ООН. А я разве с этим спорю? Я не понимаю, вы специально что ли говорите, или вы не понимаете, что происходит? А ты знаешь, что когда умрешь ты, тебя тоже будет судить Аллах? Наш Господь тебя будет судить. Ты это же знаешь, да? Ну, а тогда что ты делаешь, например, в интернете? Разве это кафирские штучки тебе позволительны? Я не понимаю, у тебя, может, паспорта нету? Может, ты не в Европе? Я просто не понимаю вашей логики. Я что-то против Бога говорю. Вы специально делаете? Я не знаю просто. Или вы просто это клиника? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Правильно будет русский международный исламский шарикат. Да, правильно будет, что это русский международный исламский терроризм. Это будет правильно. То, что совершалось и совершается, и скорее всего еще будет совершаться. Ну, в общем, о мостовые лицемершие. Так. Давайте дальше. Лубянка через ислам развела чеченцев, и наивные чеченцы это схавали. И продолжают хавать, Леон, я тебе скажу. Кинг Артур. Обезьянок перевоспитаем обязательно в порядке после деоккупации Ичкерии. Полезные идиоты говорят, что мы хотим навязать чеченскому народу демократию. Как можно народную власть навязать народу? Да, Чечня не Россия, совершенно верно. Это не клиника, это ботаферма. Ну, скорее всего, совершенно верно. Я ваш ник никак не могу прочитать. Бобовнятка. Совершенно верно. Аслан, вчера коммента у НТО меня двое неадекватно оскорбляли на две кровные мести и намекали, чтобы я увалил тебе в чат. Да. Ясно, Дион. Аслан, под вашим постами в Фейсбуке невозможно писать комментарии. Вы специально их отключили? Нет, и только друзья могут писать у меня в комментариях. Я не принимаю просто всех подряд. Я вот тут Довичи решился
принять несколько там десятков, у меня там несколько сот, по-моему, 700, по-моему, человек запроса, я не принимаю, потому что не знаю людей. И я несколько десятков принял, и сразу понеслось. Пришлось заблокировать одного. Не считаю нужным, Джоя Маркус, отвечать на ваш провокационный вопрос. То есть, получается, Россия сама принесла в число международных террористов, чтобы самому с ним же и бороться. Абсолютно, совершенно верно, Кодма. Кодма. Совершенно верно. Абсолютно так. Вы откуда? Я из Германии. Они думают, кого-то будет судить Бог, какое-то небо, а их Божий суд какой-то пройдет мимо. Да, они думают, что судить только нас будут, а их не будут судить. Все нормально, правильно делать. Спасибо, да, все. Но если вы мне напишите, кто ваш ник, я вас приму, да, все. Когда Джало выступление сделать, еще не время, наверное. Джал. И минуты есть Джал. Одинокий. Кто такой Джал? Так, мы уже 1,5 часа эфира, но еще полчасика посидим, друзья, чтобы вам было не скучно. Джахар. Когда Джахар выступление сделает? Еще не время, наверное. Одинокий, ты думаешь, Джахар жив? Как мне в прошлом стриме один написал, Джахар не из тех был, кто бы притворился и пропал бы с радара. Джахар не был бы таким. Отлично. Кто к вам просится, много друзей. Знаешь, вы говорите ценные вещи. Гибнявые интересуются. Лариса Мак. Конечно, Лариса. Гибнявые пасутся просто. Поэтому я каждый раз, еще раз напоминаю, ваша безопасность, друзья, особенно во временно оккупированной Чеченской Республики, кто находится, и в фашистской России проживает. Поэтому не оставляйте своих никаких данных. Конечно, канал наш запрещен на территории фашистской России. Всячески нам мешают, препятствуют, уголовные дела заведены, в том числе там и по оправданию, защита, там пособничество терроризма, там и так далее, там много чего. Не буду всех вещей рассказывать, которые знаю, но поступают информация. Асан, ты хотел бы вернуться домой? Конечно, Рамазан. Конечно, хотел бы. Спасибо вам. Мне белорусский очень хорошо и комфортно с вами. Очень правильно все говорите. Джахара уважаю. Жаль, не все понимают, не понимала в то время. Не за что. Живи Беларусь. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Беларусь тоже небезопасна. Да, я знаю. Но там Россия ничем не отличается. Уже не отличается. В Украине не запрещен. Да, в Украине нет, конечно. В Украине все нормально. Слава Богу, в Украине они не могут запрещать. Может, так надо было для победы. Ну, не знаю, что это меняло. Асан, как думаешь, когда начнется распад России? Понимаю, что начатая война против... Это что, уже? Стакан пива. Стакан пива в Акасы.
Я не знаю, я не могу сказать, я не знаю. Будем надеяться скоро. Кот, мне очень весело бывает, когда вы сравниваете фашистскую русню с Америкой. Вы просто сравниваете, я не знаю, дикарей, которые просто бешеные звери. Дикари бывают нормальные, дикари, я имею в виду еще первобытные люди. Они имели какую-то человечность, какую-то порядочность, какую-то нравственность, мораль какую-то, даже свою дикарскую. И вы сравниваете с Америкой. Ребята, ну, смешно, ей-богу. Вы рядом не стояли, с окурком американца брошенного, окурком вы там с ним рядом не лежали. Что вы говорите? Украинцы вильный народ. Светлана, витаю вас. Совершенно верно. За шведский шариат. Аль-Каиду в Афганистан принес русский мир. Совершенно верно, за шведский шариат. Абсолютно. Маршал Гойль Аймран. Маршал Гойль. Ойза, Вене видевица, ойза сон. Я брал у него интервью, как бы писал за него, помогал ему. А что спрашиваешь? Он сейчас в Англии, по-моему, проживает. Не смогли сказать дудаевцы, народ так. Россия же говорил, что это Дудаев воюет после его ухода или смерти. Они не смогли сказать дудаевцы, а народ. Ну, то, что они говорят, не имеет значения. Конечно, они говорят. Они говорят, в Украине все нацисты, фашисты там и так далее, и так далее. Но что-то не получилось. Дик Болуш Буцу Куз Чуа Бешбег. Дик Болу Буцу Кучуа Бешбег. Да, немножко знаний ему не хватает. Но я думаю, он поумнеет с опытом, придет ему это все. Я бы сравнил ФРФ, но мое воспитание не позволяет. Да. Я тоже промолчал поэтому. У первобытных людей, в отличие от московитов, была перспектива. В этом плане, да, тоже все плохо. США напали на Луну и на Марс. Я вас понял, как обычно, во всем виновата Россия. Да, совершенно верно. Но смотрите, вы так удивляетесь, говорите там какие-то русофобии. Нет никакой русофобии. Мы отлично живем со всеми, понимаете? Смотрите, все национальности и все религии на земле сейчас воюют в одних окопах на украинской стороне. Добровольно. Добровольно. Никого насильно туда не гонят. Почему? Просто задайтесь вопросом. И это происходит не на российской земле, не на русской земле, а на украинской земле. Это говорит о том, что, как бы сейчас Путин не говорил, что это Америка напала и что Россия защищается. Защищается она в Буче, под Киевом почему-то. Убивая женщин, детей, насилуя, убивая, грабя. Вы же не можете это отрицать. И вы начинаете обижаться, говорит, вот мы это, русские воюют, в Украине русские, вот у меня здесь есть подписчик, который говорит, что он ЗСУшник, он русский. Ему не хочется, чтобы всех русских обвиняли, и мне бы не хотелось бы, чтобы меня так всех поголовно. Ну а что сделать, когда вы нападаете, и вы еще пытаетесь сказать, что вот мы не виноваты, я не я, хат не моя. Ну так не бывает. Зачем вам это нужно? Зачем вам Чечня, Чечения? Зачем вам Дагестан? Зачем вам Ингушетия? Вы нас ненавидите. Я жил среди вас. Я знаю, как вы относитесь, как ваша власть относится. За редким исключением, конечно же. Как в основном масса, вот этот бытовой расизм, ксенофобия. Зачем вам нужен Дагестан?
Зачем вам Ичкерия нужна? Такой кровью, такими потерями. Зачем? Зачем вам Украина, которая не хочет быть с вами? Вот для чего вам это нужно? Создавайте технологии, создавайте конкуренцию, бизнесы. У вас все есть, нефть, газ. Просто чтобы как Саудовская Аравия там, или там Дубай или еще кто-то, чтобы добывать все это. Живите для себя, для народа живите. Нет, есть банда КГБ, которая создана как террористическая организация еще 100 лет назад. И вы хотите устроить пожар революции во всем мире. Зачем? Объясните, вот это ваше шизофреническое вот это стремление к покорению всего мира, зачем такой жестокостью, любовью, интеллектом, добротой, гуманизмом, человечностью? Делайте так, тогда сами будут проситься, как сейчас просятся к Америке, понимаете? Стучитесь, будут вам стучаться, вы будете тогда выбирать. Зависть и ненависть, вот мне Аслан подсказывает. Да, по-другому объяснения нет. Зависть и ненависть. Вы сами живете в рабских условиях. Понимаете? И еще хотите других в это рабство загнать. Ну не хотят люди, понимаете? Мы готовы умирать, чтобы не быть в таком же положении, в котором есть вы. И это не слова простые, это на самом деле факт, доказанный 20-летней войной нашего народа против вот этой оккупации. И сейчас ничего не закончится. 400-летней войной. 4 века мы против сражаемся. Это не слова просто, которые я говорю, чтобы сказать. Зачем вам это нужно? Вот и все. Нет объяснения. Вы сами не знаете, для чего вам это нужно. Вендетта, Жимтявисан, Машуоль, Вендетта. Асан, почему ты поддерживаешь США? Я уже много раз отвечал на этот вопрос, Рамазан. Я уважаю эту страну. Это страна, которая добилась очень многого. И она очень похожа по своей сути на нас, на чеченцев. Они такие же индивидуалисты, как и мы. Они также борются, идеалы свободы у них на первом месте, как у нас. Хотя много различий, в том числе и религиозных. Но при всем при этом это страна, которую Россия ненавидит так же, как ненавидит нас. И я уже считаю, что если так ненавидят, вот сейчас украинцев ненавидят, значит эти люди достойны уважения, если Россия их ненавидит. Поэтому я уважаю, много можно говорить про технологии, про их возможности и все остальное. Я и не говорю. И я прошу помощи. Я прямо, честно говорю это и всегда говорил об этом. Я прошу помощи у Соединенных Штатов для своего народа. Чтобы мой народ, который лишен в правах, чтобы ему он был восстановлен в своих правах. Чтобы те преступники, которые уже сейчас престарелые старики, которые совершали геноцид моего народа, понесли ответственность. И только Америка может это сделать. Только у нее есть такая воля и сила, чтобы это сделать. Помочь нам это сделать. Вот поэтому я поддерживаю США. И буду поддерживать до конца своих дней. Потому что она скоро нас признает. И она и так много сделала. Ашхамоли? Так. Россия разбомбила пол Украины, всю Сирию, всю Ичкерию. Когда проснись, ты утопаешь. Все правильно, это русня из окурка американца не стояла рядом. Пускай еще 1000 лет в поле, да, совершенно верно. В ближайшем будущем народ ночью будет свободным. Да, Мула Светлана, дай Бог, дай Бог. Аслан, судя по лицам за деньги, это ты мне говоришь, Рамазан, что я за деньги ее поддерживаю? К сожалению, это очень больной вопрос. Никто мне не платит, ни Ичкерия не платит, ни тем более США мне не платит. Я тебе могу на Коране поклясться, детектор лжи пройти. Ни копейки мне не платит, никто. Даже этот YouTube, который мне платил за просмотры, эту монетизацию ваши тролли там нажаловались и лишили меня этой монетизации.
Судя по лицам первых лиц, Русник конец не так далек, как мы предполагаем. Да, дух конца Исан. И нам нужно быть готовым ко всему, друзья. Салам марш, Лумахкой, Делир, салам марш, свободный граждан, марш. Раша и Чечения было общее советское прошлое. Наверное, знаешь, как мамы ездили по Чечении, искали своих сыновей, и как им сочувствовали местные. Как это сравнить Америка и Афганистан? У них риторика. Если мы не напали бы сегодня, завтра напали бы на нас. Да, это у них такая любимая привычка. Еще, знаешь, тоже у них у русских привычка была. Я же всегда жил в России и спорил на эту тему. И они говорили, ну если бы там не начать, вы бы с голоду умерли бы. Это тоже у них любят. Или вы друг друга перерезали бы. И чтобы не было ножевых ранений или еще мучительной голодной смерти, они нас бомбами и фосфором поливали. Ну, чтобы гуманно, русские же гуманные. Хорошие русские ездят по ушам европейских политиков для перезагрузки недоимперии. Да, мечтают они, мечтают. Асан, на российском телевидении много говорили про теракт в Норд-Остин, но ни словом в Грозном в 2000 году, Мариуполь в 2022 году, ни одним словом, одним словом твари. Да, Егор, да. Теракт в Норд-Осте был организован русскими спецслужбами. В темную были использованы те, кто там оказался. Там много нам придется раскапывать, много нам придется выяснять. И много лиц заинтересованы, чтобы Ичкерия не стала свободной. Потому что много людей замешано. Много там было таких вещей, которые мы будем еще разбираться. Этот теракт в Норд-Осте, я со всей ответственности заявляю, этому есть доказательства, это был организован российскими спецслужбами. Наши бойцы, которые туда были посланы, они были использованы в темную. Кто стоял за их организацией, кто вот это делал, это тоже еще, уверен, без помощи ныне живых, потому что своих они как-то берегут, заслуженных предателей, ныне живых людей из нашего общества не обошлось, я думаю, полагаю. Вот и я так всем объясняю. Созидайте, и сами к вам попросят. Нет, убивать им проще, много ума не надо. Да, свободные люди Кавказа в конечном итоге победят Мордор. Да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Хаважди Абдул Кадиров. Хаважди. Асан, вот именно Америка и Европа воюют с Русней на территории Украины. Почему-то они в Русне. Да, но это бред. Их бред они могут днем и ночью повторять. Смотрите, сегодня смотрел видео. Стоит Путин. По какой-то дрон, неизвестно какой страны, прилетел и попал, по-моему, в жилой дом. И Путин говорит, я не понимаю, как они могут в жилые дома, как они это делают. Для чего? Какая цель? Вот чисто то, что говорили украинцы, когда он бомбил их города, жилые дома, сносил их целыми пролетами, целыми домами сносил. И украинцы удивились. Сейчас стоит в таком на голубом глазу такой наглец. 70 лет старик, 73 года старику. И сидит вообще нагло заявляет такие вещи. Это просто, это бес самый настоящий. Бес. Просто дьявол во плоти. Чего стоит один F-35, чтобы уважать США? Нет в мире силы больше, чем у США. Асан, ты видел видеоролик с инфо-цыганкой Арестойчин, где он сравнивает продолжение русских и чеченцев? Да, видел, где он говорит, что мы делим, говорит, на кадыровцев и на чеченцев. Почему мы должны русских и на хороших русских? Дело в том, что русских 30% не убили. И 30% русские должны выйти и потерять 30%, сражаясь против этой власти. И тогда оставшиеся русские, которые будут на стороне тех погибших 30%,
Вот эти русские заслужат уважения называться русскими, а не путинцами. Или там как-то по-другому их будут называть. Вот в чем разница. Разница еще в том, что не чеченцы напали на страну Арестовича, а русские напали. Поэтому сейчас разбираться украинцу нет времени, какой из них хороший или нет. Хороший в окопах сидит, украинских в окопах сидит. Все, другие должны делать все возможное или заткнуться, замолчать просто должны. Вот как. Арестович прорусский пропагандист, самый настоящий. Я так считаю. А я имел в виду, которые воюют солдаты на стороне Украины за деньги. Ну, туда идут не ради денег воевать. Солдаты, которые воюют, да, сейчас Украине помогают. А кто давал гарантии, что им будут помогать? Так будут помогать. Никто не давал гарантии. Или люди едут не за эти деньги, которые получают. Чеченский народ обретет свою свободу рано или поздно, потому что этот народ доказал миру, что он достоин свободы и независимости. И Марату не поможет, только при соблюдении Конституции 92 года. И другого нету никакого Имарата. Нету. Есть Кавказский дом, и как угодно его можно называть, но есть Конституция 92 года. Вот факт. Юридически правовой факт. Конституция чеченского, выбор чеченского народа. Все. Как можно посмотреть еще разок стрим о теракте в Казанской школе? Скиньте ссылку кто-нибудь. Это Шамиль, вы имеете в виду мой стрим, который я как-то говорил про этот теракт, или о чем вы говорите? Надо поискать в разделе сообщества, может это будет, не знаю. Как мы так? У Кацапов напротив, почему нас все не любят? Ты меня уважаешь, почему все рады, что акула сожрала имперца? Оказалось, этот чмошник записал после взрыва дамбы в Украине вопрос «поплавали?», акула дала ответ. Ну, я не знаю. ЕБ Channel. Астан слышал про депортацию бежавшего ФСБшника Имрана из Польши. Что тебе об этом известно? Разные источники по-разному говорят. Не знаю, я не знаю. Я знаю, что его собирались депортировать. Не знаю, депортировали его нет, но я больше ничего не знаю. Если даже допустить, что Путин взрывал дома, то значит в этом была необходимость. Пожертвовал всего несколькими сотнями людей, жильцы дома. Он тем самым предотвратил 1000 убийств в будущем. Кто это сказал? Хамзат. Да, это такая, у них есть такое понятие. Они даже фильм по этому сняли, по этому поводу. Какой-то сериал у них был. Короче говоря, НКВД, там старое время, сталинское, по-моему, это время у них идет, НКВД. И агент должен встретиться с иностранным агентом. Советский агент, завербованный там Америкой, Англией, не знаю, не помню кем. Короче, должен с ним встретиться. И встреча не должна, НКВДшники сидят, планируют, как сделать. И встреча не должна состояться. Но его убить они не могут, так как если они его убьют, то, или задержат, то поймут, что этот агент провалился. А англичане или западники, там, кто там у них кто ведет этого шпиона, он не должен догадаться, что русские, советские узнали, что он агент. Поняли, да, схему? И вот этот агент, советский агент, едет навстречу, они планируют как. Давайте, говорит, будет ехать автобус, там будет 40 человек сидеть в автобусе, там, обычных людей. И этот агент, они этот автобус сбрасывают с моста, и этот автобус вместе с 40 человеками тонет, гибнет. Это к тому, что взрывы домов 99 года. Понимаете? И они, чтобы он не дошел, этот агент, сбрасывает этот автобус с воды, он тонет, этот автобус, и погибает 40 человек вместе с этим агентом западных спецслужб. И западные спецслужбы не могут обвинить
подумать, да, что это произошло, потому что русские их раскрыли. И вот то, что ты приблизительно говоришь, они говорят, взорвали свои дома для того, чтобы не было еще больше убийств. Ну какие убийства? Чечня бы отделилась бы, Ичкерия отделилась бы, жили бы. Наоборот, еще бы Россия диктовала бы условия бы, командовала бы, где-то там свои вещи там проталкивала бы, влияние какое-то оказывала бы. А нет. Нужно было КГБ захватить полностью власть, нужно было, чтобы народ поддержал Путина, а демократические вот эти процедуры нужно было соблюдать, какую-то видимость создавать. И благодаря этому они взорвали своих граждан, убили 307 русских. Это только взрывы домов. Еще были теракты на вокзалах, в метро, в переходах, там, автобусы, троллейбусы, много что было. Это людоеды. И русские должны понять, что если они не выступают против вот этих людоедов, они становятся соучастниками этих людоедов. Причем эти людоеды едят не только чеченцев и украинцев, и грузин и сирийцев. Они и русских едят. Посмотрите, самый большой заступник за русских, русский патриот, самый большой заступник, в кавычках, конечно же, Гиркин. Этот человек развязал войну против русских, напав на Украину, убивает тех же русских, которые жили в Украине, убивает украинцев, он украинцев ненавидит, наверное, больше, чем чеченцев. И этот человек, не справившись, их армия, банд-армия, не справившись с оккупацией страны Украины, призывал, требовал, добился и сейчас продолжает это требовать всеобщей мобилизации. Все люди, ради которых вроде бы он должен был спасать, защищать, теперь он их посылает на войну. Сам сидит уже, пузо себе отъел такой, сидит так неплохо себя чувствует. Это просто выродки. И русские лидеры, русские вот эти националисты, которые там патриоты, кто они там вот эти есть, это самые большие враги русского народа. Потому что они русских за людей не считают. Как это, когда это говорит чеченец, это, наверное, может показаться, что назло чеченец говорит. Да нет же, это просто со стороны взгляд. Я хотел бы, чтобы мы, чеченцы и украинцы, мы были самые первые заинтересованы, чтобы вы стали нормальной цивилизованной страной. Мы больше, чем вы в этом были заинтересованы. Когда царскую Россию уничтожали коммунисты, сами же русские уничтожали, мы поддерживали большевиков, коммунистов, надеясь, что вот пришли нормальные люди. В 91 году, когда вы пришли, вот эти демократы, так называемые, пришли к власти, тот ужасный, как вы называете его, террорист, Шамиль Басаев, этот человек защищал Белый дом и стоял рядом с русскими демократами. В Москве защищал. Мы хотели, чтобы вы стали демократами, наверное, потому что мы кровно в этом заинтересованы. Но вы не хотите ими становиться. Вам милее вот эти Гиркины, вот эти Пригожины. Понимаете? Вы должны быть больше всего в этом заинтересованы, а не мы. Хотя... ладно. Поехали дальше. Чеченский народ должен понимать, что должен вернуться к Конституции 92 года и доказать миру, что мы не дикари, которыми нас представили русские, так называемые арабские сказочные лицемеры. Смотрите, вот эти арабские лицемеры, там, я вот иногда слышу, там попадаются ролики, там, антитеррор рассказывают, что все беды от ислама там и так далее. Это не так. Это не так. И арабы, бедуины, они тоже все разные, и вообще там полно там разных людей. Начиная от христиан, атеистов, язычников, шиитов, суннитов и так далее, заканчивая кем угодно. Поэтому это полно там разных людей. Дело только в КГБ, ФСБ и в империализме русского народа, который засыпал в 90-х годах. И русские КГБшники аккуратно, как русские, зная на что надавить, какую струну разыграть, и подняли вот это все. Поэтому дело не в исламе.
так, переходя потихонечку с КГБшника на весь ислам, ну это глупо просто. То, что там делается, творится тем же антитеррором, который там говорит. Если антитеррор, вот сейчас ты не о нем говоришь, но я просто вижу от него вот это много что исходит. Если так искренне там, говорю, надо открыто тогда говорить лицо 1,5 миллиарда человек, это если к антитеррору обратиться, 1,5 миллиарда человек не могут быть глупее тебя, антитеррор. Человек, как сказал Киссинджер, человек, который ни в чем не разбирается, бывает очень уверен, и тот, который очень хорошо разбирается. Образования религиозного вот всю жизнь, просто силу возраста даже у тебя нет. Вот у него нет. Поэтому вот эти крайности, с одной крайности в другую, подменять там все это давайте доверим каждому человеку решать свою судьбу, как он верит, как он не верит. Ему пускай они сами это решают. Не надо навязывать. А если в конце концов решили навязать, вот выступить открыто, тогда это нужно делать с открытым забралом. Ничего ж больше, что убьют, не сделают, правильно? Я же открытым забралом сижу, я же открыто сижу, вот разговариваю. Вот так же выступая, говори от своего имени, чтобы вот так, я так считаю и так далее. Мне кажется, очень недальновидно, скажем, мягко, 1,5 миллиарда человек считать глупее той истины, которая кажется ему открыто. Ну, это глупо. Ладно, давайте дальше. Мы уже 2 часа в эфире, друзья. Ладно, Аслан, ты очень правильно сказал, что жили в советское время неофициально по шариату. Да, мы жили по своему закону, по закону мы жили, по нашему закону мы жили. Аслан, сначала этот русский отрицал, говоря, что из области фантастики, а когда я ему подсунул фильм «Независимый Россия», то выдал эту ахинею. Ясно. Так, давайте дальше. Русские допускают, что государству можно жертвовать жизнями своих граждан. При этом они считают, что жертвовать следует не их жизни, а жизнями их соплеменников. Да? Вот и как только так сразу терактов не стало. Серьезно? Где мозги, где логика? Совершенно верно, Бавовнятка. Если война затянется на десятилетия, как видите в этом случае свои действия? Я не думаю, Дойле, что война затянется на десятилетия, потому что никто не вытянет десятилетия, Россия не вытянет десятилетия, и Западу тоже это не нужно на десятилетия. Мои действия, я буду стоять на той же позиции, на которой я стою, и буду добиваться прав своего народа. Пока не найдутся нормальные органы, институты, люди, которые сделают это вместо меня и лучше меня. Буду пока делать то, что я могу делать. Буду наблюдать, анализировать, освещать ситуацию. Видит Бог, я не хотел этого делать и не умею этого делать до сих пор. Но пришлось научиться, и потихонечку будем делать, что можем. Асан, как думаешь, Дональд Трамп как-то замешан в связях с симпатией к Путину? Вот я слушаю республиканцев, демократов, они противоположно говорят про Трампа. Я не знаю, я считаю, что это внутреннее дело Америки, и пускай американцы сами решают. Я с большим уважением отношусь к Гарри Табаху, который очень сильно топит за него. И из-за уважения к нему я ничего даже негативного, просто именно из-за этого человека даже негативное стараюсь не говорить. Потому что Гарри красавчик просто. Ясно, мы народ очень набожный и любящий Бога, а враги пользуются этим и используют религию, нас разделили. Да, совершенно верно, леди, но для этого не нужно антитеррору добивать к этому. Вот я вчера, по-моему, слушал его, или сегодня это было, ролик короткий, там он говорит, что кто-то вот уже, чеченец, открыто говорит, что он атеист там и так далее, что типа это его заслуга. Это не его заслуга. Атеисты были и сатанисты были. Все, у каждом народе, каждого вот вы всегда найдете такого. И что это не его заслуга.
это заслуга то, что появилась свобода слова, и люди живут в Европе, и им ничего не угрожает. Потому что в Чечне бы у них могли возникнуть проблемы, если бы там они начали бы такие вещи говорить. Поэтому, не знаю. Так, это я уже читал, да. Ну, давайте еще почитаю в ТикТок, и мы закончим. Ва алейкум ассалам, Руслан. Хуишон. Что у вас за эта привычка? Заходите, хуишон. Вы решаете мои какие-то вопросы, что каждый раз заходит хуишон. Вы, наверное, хотите какую-то услугу мне оказать. Мне нужно перекопать огород, подстричь газон и почистить бассейн. Кто готов, ли он? Самур, дуже дякую. Я верю Аслану, бо Наполеон когда-то говорил, если твой враг ругает тебя, значит ты на правильном пути. Ругает не то слово, Самур. Мы кто это, ты и себя имеешь. Мы кто это, ты и себя имеешь в виду? Салам алейкум из Австрии. Ва алейкум ассалам. Мисс Франц, почему началась первая война против Чечни, наверное, Чечени? Началась потому, что русские решили восстановить империю и начали с нас. Так, нам нужно строить Чеченскую республику Ичкерия независимую, навеки вечные. Совершенно верно, Амар Нашо. Все будет, что будет с Кавказом? Почему вы не рассматриваете вариант объединения Вилаята и Марата Кавказ? Почему же я не рассматриваю? Я не знаю, что значит такое Вилаят. Я знаю, что каждое государство на Кавказе, которое захочет войти в Кавказский дом, оно сможет войти и быть в этом Кавказском доме. Я уже ответил на то. Мега Баркалон. Салтаев Мацар. Салтаев Мацар. А ты работаешь на гибню, Салтаев? А? Мне кажется, ты провокатор большой, Салтаев. Да. Так, Чебуря, Калидарвать. А сам нам не нужно смотреть, кто во что верит и кем он является для своего народа и страны. Совершенно верно. У нас могут работать все люди, всех религий, всех национальностей, жить, проживать и работать на государственных должностях. Это зависит от человека. Патриот он, любит он нашу страну, готов он ради нее трудиться. Все, пожалуйста, полный вперед. Антитеррор борется с исламом, а не с врагами чеченской независимости. Вот именно к этому он и пришел. Потихоньку начал с другого, пришел к этому. Хотя он постоянно говорит там про Россию, там туда-сюда, это все верно, но при всем при этом ислам духцу дуется. Эти саляфы, ваххабиты даже здороваются между собой салам дубу салмнахи, этим подразумевая только свое ваххабитское общество, а остальных они не считают мусульманами. Ну, я знаю, да, есть такие, заходят там, такие есть, есть такое. Но я думаю, им нужно оставить чеченский язык и переходить тогда на арабский. Пускай на арабском разговаривают. Зачем им чеченский? На нем пророк не разговаривал, Дейлер Саламулцун, раз они хотят. И халат пускай одевают и говорят на арабском. Зачем им чеченский язык? Он думает, что он первый,
кто-нибудь изучал научный атеизм? Свободно говоришь, да, да, это люди, которые для себя открыли что-то, понимают, что вот это зло, которое нам вот эта русня навязала, вот это вот радикализм, вот это все, вот это абсолютнейшее зло, которое нам получилось. Причем они так это во время войны очень так много что получилось у них, скажем так, сделать. И в этом они думают, что борясь с этим злом, что вот тот научный атеизм, как ты правильно говоришь, да, была такая, был такой предмет, такая наука в Советском Союзе, как научный атеизм. И намного больше, чем вещей там можно было бы преподнести, чем знает антитеррор. Но каждый имеет право на то, что он имеет право. Пусть занимается чем хочет. Просто я делаю свое пояснение по этому поводу. Так, понял, это что это прикол. Оригинальное название Кавказский дом. Да, говорим Кавказский дом. Никакой Горской республики. Президиум правительства Чеченской республики Ичкерия и Кавказский дом. Все, остальные могут заниматься своими делами. Да, Асан, какую бы мы религию ни исповедовали, в нашем случае это хороший инструмент для врага. Начали с Ичкерии, Грузия, Молдова, теперь Украина, Беларусь, сам профукали мы Беларусь. Вы читали доклад ЦРУ в Сенат США, в котором были упомянуты чеченцы как авангард ислама, если случится та самая война, о которой говорится в священных писаниях? Нет, я не читал доклад ЦРУ США, Сенат США, и я не знаю, о каком авангарде может быть речь. Россия пыталась нас представить авангардом сейчас в Сирии. Очень много было сделано труда. Ребят, мы многого не знаем. Мы документально знаем то, что русские вооруженные силы ФСБ на территории временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия в 2017 году задержали несколько сот человек и казнили около 100 человек. Их тела, трупы уничтожили, и их документы, паспорта чеченцы были чеченские, были отправлены в ГРУшники военные, отправлены в Сирию под видом вот этих ваххабитов, религиозных, игиловцев и так далее, для того, чтобы они вели войну и таким образом представляли чеченцев. И вот такая работа велась. И это только вот один эпизод, который мы смогли раскопать. А там еще много чего мы не знаем. Поэтому там нас пытались представить какой-то там человек из Грузии, который, по-моему, даже не был чеченцем. Представлялся каким-то Шишани, как военным амиром там, и так далее, и так далее. И вот это все, вот эти вещи были такие. За всем этим торчали длинные уши ФСБ и ГРУ. Это правда. Пусть бассейн почистит и огород скопает, и картошку посадят. Да, да. Вот я прокомментировал. У меня вопрос про то, была ли законная независимость Чечении, если была Чечено-Ингушия в составе РСФСР, Чечня не была союзной республикой СССР. Этот вопрос, я его почти на каждом стриме отвечаю, Кодм. Я отвечу не потому, что я хочу тебе отвечать, а просто потому, что другие услышали это. В 90-м году Верховный Совет, высший орган законодательной власти в Советском Союзе, в 90-м году, когда Советский Союз еще существовал, принял закон, благодаря Сахарову, принял закон о том, что автономные и союзные республики уравниваются в правах. Таким образом, равноправных республик стало 35, в отличие от предыдущего времени, когда было их 15 союзных и некоторые автономные, которые входили. Стало 35 союзных республик. Мы же в 90-м году создали полностью
все, что необходимо для функционирования государства. И в 1991 году по факту развала Советского Союза, его прекращения его существования, мы воссоздали свою государственность и свое государство. Поэтому тебе нужно подучить, не пользоваться пропагандой, которую ты нам тут пытаешься вязать, подучить матчасть. Основная степень предательства определяется разными материальными ценностями. Например, Кадыркин продался за миллиарды, а Тузик и Ко за 150 тысяч долларов. Ну, я не знаю, доплатили Тузику 150 тысяч долларов, там красная цена 50 долларов. И Кадыркину тоже миллиарды достались не сразу, потом уже, когда уже он уже закрепился. Поэтому не имеет значения, 50 долларов ты продаешься или за 50 миллиардов продаешься. Если ты продаешься, тебе цен 0. Все. Ты ничего не стоишь, получается. Иногда создается впечатление, что многие доклады ЦРУ пишут ФСБ. Дався, и совершенно верно. И причем выкладывают вот нашим вот этим, кто нам здесь задает эти вопросы. Так, на этом, друзья, я свой... Так, что тут? Aslan, sen Немцу канал yok YouTube'ya Visual Politik boş. Sen Немцу mahtadik анализирует боязки. Да? Quassenso viene видите. Инсун, карьериационе. Учур эрвал чулда. Это вы, Ходорковский? Нет, конечно, нет, конечно. Какой я Ходорковский? Ходорковский это мерзавец и подонок, фашист и имперец, мегавор. А я обычный человек, рядовой гражданин. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Я не уверен, что мы в среду я смогу провести стрим. Какое-то время я снова могу быть не в эфире, но я всегда держу руку на пульсе, как говорится. Слава Украине! Все будет Ичкерия. И Господи, благослови Америку. Адикюэль, Маш, Ойль, Бюсде, До свидания, друзья. Шамиль, ты очень правильно его назвал. Адикюэль.